Okay, discipleship. Lesson number 3. Итак, тема ученичества, наша We are- третья встреча. So let's see how Jesus defines loving him. Но давайте посмотрим на то, как Иисус определяет любовь к Нему. John 14, Иоанна 21. Иоанна 14, 21. «Кто хранит мои заповеди и исполняет их, And it is he who loves me. тот и любит меня. И того, кто любит меня, полюбит мой Отец. И я тоже буду любить его и открою себя ему». So this privilege of having fellowship with God and experiencing his presence is connected to this condition that we reach out to love him. We learn to love him. И интересно, что вот это благословение, переживать присутствие Иисуса, общение с Иисусом, любовь Иисуса непосредственно связана с условием, чтобы мы любили, во-первых, Его. Two more scriptures with the same message, Еще два похожих места Писания. that loving Jesus is a desire or a commitment to learn to obey him. Которые очень похожи на этот стих Писания, что любовь к Иисусу, в общем-то, подразумевает внутреннее посвящение, быть послушным Ему. John 15, verse 10. Иоанна 15:10. «Если вы послушны моим заповедям, то вы будете жить в моей любви. Just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Как и я послушен заповедям моего Отца и живу в Его любви». And verse 14. И 14 стих. «Если вы делаете то, что я вам повелеваю, то вы мои друзья». So it's not true that every believer is a friend of Jesus. Поэтому это абсолютная неправда утверждать, что всякий абстрактно верующий в Иисуса человек его друг. Jesus defines what it means to be his friend. Например, здесь Иисус объясняет, что с его точки зрения значит быть его другом. If you do whatever I command you. Он говорит, если ты будешь делать то, что я тебе говорю, и то, что я повелеваю тебе. And in the similar way, 1 John, the letter 1 John 2:5. Очень похожим образом перекликается 1 Иоанна 2:5. Но если человек послушен его слову, тогда любовь Божия действительно достигла в нем своей полноты. Это и показывает, что мы пребываем в нем. And 1 John 5:3. И потом 1 Иоанна 5:3. Любовь к Богу проявляется в исполнении Его повелений. Или дословный перевод прямо так и звучит. Это и есть любовь к Богу, исполнять Его повеления. And then comes a statement which many Christians have difficulties with. И дальше есть еще такое утверждение, которое разные верующие находят очень сложным для себя, для своего восприятия. And his commandments are not burdensome. Повеление Его не обременительное. Is he serious by this? Иногда, я думаю, разные люди задаются вопросом, ага, конечно, это серьезно? Не обременительно? If you continue what he's saying, then it starts with the word because. Если вы будете читать дальше, там есть чудесное слово «потому что». Because everyone that is born of God overcomes the world. Это 4 стих. «Потому что всякий, кто рожден от Бога, побеждает мир». You will later come to this great concept that you live out of your identity. Мы позднее придем тоже в нашем семинаре к утверждению того, что наша жизнь, она вытекает из нашего понимания себя. One of the great things a disciple needs to learn is his identity in Christ. И это, кстати, одна из самых важных вещей, которые должен научиться любой ученик. Это воспринимать себя так, как Бог нас видит. Because only when we know what has been given to us, in what way we have been equipped by God, Потому что только когда мы понимаем, кто мы есть и чем мы были оснащены, we can believe it and we can apply it. мы можем поверить в это, и мы можем это применять в практической жизни. If we just look at ourselves and our natural limitations, we say, the will of God, this is impossible. Who can do this? А если человек смотрит на исполнение воли Божьей в своей жизни исключительно с точки зрения своей человеческой сущности и всех ограничений, которые она подразумевает, то исполнение этой воли Божьей кажется вообще делом недосягаемым. And sometimes people say to a leader, but don't you understand, I'm just a human. И вы, наверное, слышали этот довод, который любим многими. Люди говорят, ты что, не понимаешь, я всего лишь человек. But Paul says, if you have strife and all kind of fleshly things, you are living as mere humans. Но интересно, что Павел использует такое удивительное выражение. Он говорит, потому что если среди вас разногласия и споры, и противоборства, то не означает ли это, что вы живете как обыкновенные люди?
So he says, you live in the flesh, you struggle and you have strife and envy because you do not use what has been given to you. Фактически он им заявляет и говорит, но вы до сих пор сражаетесь друг с другом, завидуете, вы боретесь друг с другом и соперничаете, потому что вы все еще живете по плоти, и вы так и не приняли всего того, что было дано вам. Because God has done something in us Потому что Бог уже совершил нечто важное внутри нас. and is working constantly in us, that is the reason why we can live differently. И потому что Он продолжает свой труд внутри нас, мы все можем жить по-другому, чем обыкновенные люди. Later, when we look at overcoming sin, Когда мы будем дальше с вами говорить о победе над грехом, it's not done by willpower. невозможно победить грех просто усилиями It's человеческой done by воли. faith. Оно не делается так. Эта победа приходит в жизнь человека по вере. Faith in what God has done to us and what He has given to us. По вере в то, что Бог сделал для нас, и по вере в то, что Он дал нам. So John says His commandments are not burdensome because everyone that is born of God overcomes. И интересно, мы возвращаемся снова к 1 Иоанна, к 5 главе, к 3 стиху. Он говорит здесь, повеление Божие не обременительное. Почему? Потому что всякий, кто рожден от Бога, побеждает этот We мир. can overcome because we are overcomers. Мы Not because можем we try so hard. побеждать, потому что мы победители, а не потому что мы так пыжимся. Okay, so here from all these verses we get the conclusion, loving Jesus is obeying В Jesus. любом случае, из всех стихов, которые мы только что с вами рассмотрели, мы можем сделать этот очень важный вывод. Любить Иисуса – это значит быть послушным Ему и ничто другое. The same is true with faith. То же самое касается веры. Real faith in God includes obedience. Подлинная It's вера в Бога defined by obedience. всегда подразумевает послушание Богу. There's no faith in God without obedience, Невозможно верить в Бога и быть Богу непослушным. Это противоречащие друг другу вещи. at least not in the Bible. Во всяком случае, с точки зрения Библии. In the wild imaginations of some people, yes, В but not in the некотором Bible. диком воображении людей все это возможно, но с точки зрения Библии никак. Let's look what John the Baptist has to say about faith in God. Давайте с Or вами faith in посмотрим Jesus. на слова Иоанна Крестителя о вере в Иисуса, вере в Бога. John 3:36. Иоанна 3:36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. And then it continues in the original Greek, he who does not obey. У нас перевод последующей части предложения звучит так. Тот же, кто отвергает Сына. Дословный перевод с греческого звучит так. А тот, кто не послушен Сыну. Many German translations both times use the word believe, but Потому it's что- different words used there. Например, многие немецкие переводы используют глагол «верить». Верующий в Сына или неверующий в Сына. Но в оригинале там используются два разных глагола. So there's believing and the opposite is Верить – это с Not одной стороны, obeying. с другой стороны, не быть послушным или отвергать. so from this we can see believing is obeying. И в контексте этого стиха нам понятно, что верить в Сына – это то же самое, что быть послушным. Не верить в Сына, отвергать Сына – то же самое, что быть непослушным Сыну. So a disciple understands that it is his job or his task, his responsibility to learn to obey God. Посему наш ученик понимает, что это такая перед ним поставленная задача, это то, чему ему нужно научиться – быть послушным Богу. Or to please God. Или, с другой стороны, угождать Богу – это то же самое. 1 Thessalonians 4:1, Paul 1 says Фессалоникийцам how 4:1. you should please God. Павел нам говорит там об угождении Богу. So we can please God and we also can displease Him. И точно так же, как мы можем угождать Богу, мы можем быть неугодными Ему. Jesus said about his relationship to the Father when he was on earth, I always do what is pleasing unto him. Например, Иисус описывает свои взаимоотношения с Небесным Отцом. Он говорит, потому что я всегда делаю угодное Ему. So when a disciple is an imitator of Christ, he accepts the same attitude. И- This is what I want in life. И так как ученик Христа, это тот, кто подражает Христу, он ставит перед собой именно такую цель. Я хочу научиться угождать Богу. I want to learn to please God. Да, я хочу нравиться, я хочу делать приятное Богу. And the great thing is, when we reach out for this lifestyle, the Holy Spirit shares some of the joy that the Father has because we please Him with us. And we feel joy because we try to please God. И удивительнейшим образом, когда человек нацеливается именно на то, чтобы своей жизнью угодить Богу, он начинает испытывать
в определенном смысле ту же самую радость, которая есть у Отца и которая есть у Христа. Потому что это приятно Отцу, и мы испытываем ту же самую радость. So the reason why we learn to obey God is not because we're afraid of His judgment. И мотивирующим фактором в нашем желании угождать Богу как раз-таки не является страх. But because more and more we understand He's the most wonderful person in the whole universe and beyond. Но внутри мы начинаем понимать, насколько это прекрасная личность во Вселенной и за ее пределами. And we as little humans can affect His emotions. И This is каким-то образом amazing. я, маленький человек, We can please в God. сравнении с ним, я могу повлиять на его эмоции. Мы As a- можем угодить Богу. Просто в английском языке слово «угодить» еще связано со словом «приносить удовольствие и радость». As it is written in Proverbs 12, a wise son pleases the heart of the father. Это точно так же, как в притчах в 2 местах написано, что мудрый сын, он, у нас, мне кажется, один из дословных переводов, он радует сердце своего отца. Это то же самое, он угождает и он радует Or отца. makes the father's heart glad. Или еще один дословный перевод с английского. Мудрый сын, он делает сердце отца радостным и счастливым. This is how Jesus lived. Это то, как Иисус жил. And He did this by the help of the Holy Spirit. И он смог так жить благодаря помощи Святого Духа. And the same Holy Spirit is given to us И тот же самый Святой Дух был дан to нам bring forth the same lifestyle. для того, чтобы родить в нашей жизни точно такой же That we learn to please образ God жизни, когда я могу угодить Богу, я могу доставить Ему радость, because we love Him so much. потому что мы так его We любим. don't want to offend Him. Мы не хотим Его обижать, We do not want to provoke Him to anger. мы не хотим провоцировать в Нем гнев, We want to вызывать please Him. гнев. Мы хотим угодить Ему, мы хотим сделать Его радостным. This is the heart of a disciple. И это и есть хорошее, настоящее состояние ученика. And that means when he is alone, not in our presence where we teach him and help him, when he is alone, he is motivated by the Spirit to make the right choices. И смысл этого как раз и заключается в том, что когда человек живет с таким отношением, даже когда мы его не видим, даже когда мы с ним не ведем никаких бесед и не помогаем ему, и не заставляем, когда человек один-одинешенек и никто его не видит, он все равно вдохновляется Святым Духом угождать Богу в своих решениях. And that's what we want. We don't want people who just are nice and Christian-like in our presence. This is Друзья, not what we и want. мы же понимаем, что именно к этому мы и стремимся. Нам зачем с вами люди, которые ведут себя как добропорядочные христиане, только пока мы на них пристально We смотрим? want them to live in fellowship with God every day's Мы life. хотим, чтобы эти люди жили в Божьем присутствии сами для себя каждый день своей At жизни. work, Чтобы они жили так у себя In на their free работе. time. Чтобы они жили так в свое свободное время. at university, Чтобы они так вели себя in на front of the учебе. television set, Чтобы они так себя и, скажем так, осознавали, когда сидят перед телевизором, in front of the computer. перед своим компьютером, когда We находятся. want them to learn to live for the glory of God. Мы хотим, чтобы эти люди внутри хотели сами жить для славы Божьей. This is the only motivation that will produce obedience from the heart, the only way. И это единственная мотивация, которая производит послушание от сердца, искреннее. Yes, there are warnings in the Bible. If you do this, if you sin, this and this will happen. Yes. Разумеется, в Писании есть различные предупреждения, когда Бог говорит: послушай, если ты будешь грешить, если ты будешь делать вот это и вот это, у тебя будут последствия однозначно. Or there are promises. If you do the right things, you will be blessed. И есть, конечно же, Божье обетование, когда Бог нам говорит: если ты будешь послушен вот в этом и в этом, ты будешь благословен. Yeah? Like Ephesians 6:2. Honor father and mother, Например, Ефесянам 6:2, где говорится: почитай отца и so мать. that it may be well with you Чтобы, дословный перевод, с тобой было все хорошо, and you have a good life. и чтобы тебе жить доброй жизнью. But the highest motivation and the most powerful motivation Но при этом самым мощным и самым, скажем так, высоким движущим фактором I want to please God because I want to show my love to Him. является подлинное внутреннее желание угодить Богу, чтобы выказать Ему этим свою любовь. I do not want to bring pain to Him. Когда внутри человек сам себе говорит: я не хочу досаждать Богу, я не хочу производить боль в его сердце. Why do many Christians not believe that they can bring pain to God? Why they do not believe Почему, that? например, многие христиане,
они как-то и никогда не думают в этом направлении, что они могут Богу боль какую-то причинить своими I действиями. tell you. Я скажу вам почему. Because they feel much more comfortable with a God that is far away, that I cannot touch and I cannot in any way influence. Потому что в своей голове им кажется гораздо более прикольным и безопасным иметь в своей жизни очень удаленного Бога, который где-то там находится на гигантском от меня расстоянии и которому вообще все равно. We have almost 10 billion people on planet Earth. How should he be infected by my choices? Например, и когда человек тогда говорит, да нас почти 10 миллиардов человек на лице Земли, прямо там я могу ранить Бога своим тем или иным So in каким-то their мелким understanding, выбором they в create a жизни. God that is very far away, Знаете, и люди умышленно внутри себя, они создают некоего Бога, который находится очень далеко, and is far too big than he should be somehow influenced or touched by my sins. и при этом он недосягаемый, такой огромный, что бы я на земле ни делал, это никак не отразится на нем. Why having such an understanding of God? Зачем людям именно такое понимание Бога? Because we want liberty to go on sinning. Потому что мне хочется иметь свободу грешить и грешить. As soon as God becomes for us the God of the Bible, А как только Бог для нас, библейский, встает перед нами, таким, какой Он есть на самом деле, we can grieve him. оказывается, мы можем огорчать Его. Then this is a totally different story. Знаете, и тогда твоя жизнь, она начинает выглядеть уже совсем If по-другому. I realize I grieve God by Когда certain я actions, начинаю осознавать, что я могу огорчить и причинить горе Богу своими действиями, the enjoyment of sin is greatly damaged. тогда наслаждение от греха у нас изрядно выветривается. You understand? Понимаете же, мы по-другому That's это why it's so начинаем important воспринимать. To understand the God of the Bible. Именно поэтому так важно понимать библейского Бога таким, какой Он есть. And we hear the cry of the apostle, do not grieve the И тогда Spirit. мы слышим этот вопль апостолов со страниц Писания: «И не оскорбляйте, и не обижайте Духа Божьего». Because he loves the Spirit. Paul loves the Spirit and Потому- doesn't want the Spirit to be grieved. Потому что, например, Павел, который написал эти строчки, он знает Святого Духа, и он не хочет его огорчить. And second, he loves the believers and he wants them to enjoy life. И in the presence of во-вторых, God. он любит тело Христа, он любит верующих, и он хочет, чтобы те жили счастливо в Божьем присутствии. So, this attitude, this desire to please God is very, very important. И поэтому нельзя преувеличить важность этого внутреннего движущего фактора угодить Богу. In Isaiah 56, we won't turn there Мы now. сейчас не будем открывать, но в Исаии в 56 There's a главе, description of the believers that will God call unto himself from the nations, that is us, the non-Jewish people, где говорится о народах, которых Бог собрал себе из языческих народов, то есть нас. and he calls them to love his name, И там, в этом отрывке Писания, Бог призывает этих людей, которые никогда не были частью Его народа, они никогда не были евреями, любить Его имя. and in this context, there's an interesting description of those people, which is us. И в контексте этих стихов есть очень любопытнейшее описание тех людей, то бишь нас. They choose Там написано в дословном what is переводе с pleasing английского: unto him. They choose. они избирают угодное Ему. One way to describe discipleship is we teach people to make the right decisions. Это еще один способ описать ученичество. Мы учим людей принимать правильные решения. The whole life is just a series of decisions. Жизнь любого человека – это плод постоянной череды решений, которые он принимает. And only very few decisions seem to be of great importance. И очень часто в жизни человека, да, очень редкие решения кажутся уж прямо такими жизневажными. Like, what kind of profession will I learn? Однозначно к таким определяющим судьбу, скажем так, решениям относится Which выбор person will I профессии, marry? скажем так, выбор спутника жизни крайне важен. And that's almost all. И все. And the rest is just detail. А все Boring остальные details. – это скучные детали нашей жизни.
But these details, these everyday decisions, they shape your character. Но эти, казалось бы, незначительные, какие-то мелкие решения, которые мы вынуждены принимать каждый день, они формируют наш характер и нашу жизнь Do I впоследствии. get up in the morning and pray, although I don't have any desire for it? Встану я утром и начну молиться, хоть мне вообще не хочется этого. Do I come next week to the home group? Пойду я на следующей неделе на домашнюю группу. You know this kind of Christians, you see them Wednesday on the street, and Wednesday night is a home group meeting. And oh, see you tonight. Well, I'm not yet sure. Знаете, это мы все, наверное, встречали таких прикольных братьев и сестер. Ты их где-нибудь в среду встречаешь в городе, говоришь там «Привет, что, увидимся вечером на домашней группе?» Ну, посмотрим. У нас I русское чудесное still слово. need to check how I Посмотрим. feel tonight. Да, я не знаю, как я буду чувствовать себя сегодня вечером. Maybe I'm too tired from work. Может быть, я буду утомлен работой. Then I grant myself a break. Of Тогда, course. конечно, ты сам понимаешь, я буду вынужден просто, скажем так, сделать себе добро и передохнуть. Конечно. I deserve it. This is normal. Don't you Конечно, understand? я заслуживаю, ты же понимаешь сам, друг. In general, I'm willing, but if Конечно, I'm в tired, целом я хочу, в целом я сильно хочу, но если я устану, who can expect from me something if I don't have any desire? ты сам понимаешь, что можно от меня тогда ожидать, если я устану и у меня желания не будет. This is the clear language of a believer who's not yet a disciple. Понимаете, это язык верующего, который пока еще не стал учеником. Because the language of a disciple is yes, yes, no, no. Потому что язык, скажем так, настоящего ученика звучит приблизительно так. Да-да или нет-нет. And not yes, but then it turned out differently. Да, или, ой, конечно, да, но получилось вот так, вышло вот сяк, и всякое разное. I felt so exhausted. I needed some break in front of television. О, я просто был утомлен, мне нужно было сделать перерыв перед голубым экраном. Whenever you see a believer who changes from making decisions according to feelings to the truth, you will see someone grow rapidly. Могу вам сказать так, как только в жизни человека наступает момент, когда он перестает вводиться в принятие решений своими постоянно сменяющимися чувствами и начинает выбирать то, что правильно, вы увидите, как такой человек начинает стремительно расти. So a disciple learns to make choices according to what is pleasing unto God. Итак, ученик учится принимать решения в соответствии с тем, что угодно Богу. So he will study the scriptures, what is pleasing unto Поэтому God. человек и ищет в Писании, скажем так, понимание того, что Богу угодно. What does he like, what he doesn't like. Что Богу нравится, что Богу не нравится. That would be a good Bible study. Знаете, это вот такая замечательная тема There для are things личного that God изучения likes. Написания. Например, что Богу нравится, и мы And выписываем. there are things he doesn't like. И что Богу не нравится, и мы Actually, выписываем. even it says he hates certain things. Да, более того, Писание нам даже говорит, что некоторые вещи Бог вообще ненавидит. He hates lies. Например, Бог ненавидит ложь. He hates pride. Бог ненавидит гордость. This is his heart. У него сердце, знаете ли, такое. We make choices according to his taste. И мы учимся выбирать в нашей жизни определенные вещи в соответствии с его So maybe представлениями. there's someone who all his life just uses little and big lies to enjoy life. И, может быть, нам встречаются такие люди, которые используют самую мелкую и самую крупную ложь для того, чтобы как-то в этой жизни, скажем так, маневрировать и жизни радоваться. Once he becomes a disciple, Как только он становится учеником, he makes a commitment. он принимает для себя I will do решение. decisions according to God's taste. Скажем так, человек посвящает себя на то, чтобы выбирать что-то в соответствии с Божьими предпочтениями. And since he hates lies, И I так как turn away from lie. Бог I will not ненавидит use ложь, lie anymore. я больше не буду пользоваться ложью в жизни. Я отвращаюсь от нее. This is just a practical example. Просто маленький такой практический пример. If he hadn't made the choice to become a disciple, 10 years from now, he still would use lies to manage his life. И могу вам сказать так, если такой верующий не принимает решение быть учеником, потом мы видим, проходит 10 лет, и спустя 10 лет человек все так же орудует и использует в своей жизни ложь и всякого рода оправдания. But then he also misses the greatest thing, Но при этом такой человек ведь и теряет самое and важное. that is the enjoyment of the presence of God. Это способность наслаждаться Божьим присутствием. It says about Jesus, Hebrews 1, 9 or 8, Евреям 1 глава, 8, you have 9 loved стих. righteousness.
Об Иисусе написано там and удивительная вещь. hated lawlessness. Ты возлюбил праведность и возненавидел беззаконие. Therefore, Именно поэтому, because of this attitude, из-за вот такого отношения в своем this сердце, agreement with God, из-за этого внутреннего согласия с Богом, therefore God has anointed you with joy more than any other of your fellows. поэтому Господь Бог твой помазал тебя елеем радости больше, чем всех твоих собратьев. So what was the source of the joy of Jesus? Другими словами, что было источником внутренней радости Иисуса? Heart agreement with God. Его сердечное согласие с Богом. Loving what God loves Когда он выбирал любить то, что Бог and любит, hating what God и hates. ненавидеть то, что он ненавидит. That was the source of his joy. От этого у Иисуса была радость. Источник радости. If the disciple sees this piece of scripture, he will Например, make a decision. Если ученик видит такой отрывок Писания, он решит тогда для себя: I will learn to agree with God. я тогда тоже хочу научиться согласию с Богом. And then probably he will make this into a prayer. Lord, teach me to love what you love. Предполагая, что человек тогда может это превратить в молитву и будет говорить: Господи, научи меня любить то, что Ты очень любишь. And teach me to hate what you И научи hate. меня ненавидеть то, что Ты сам ненавидишь. And I can tell by experience, this is a very powerful prayer. И я могу вам на личном опыте сказать, что это очень мощная молитва, And it brought a lot of changes in my life. которая лично в мою жизнь принесла очень In the большие last 20 изменения years. за последние лет 20. This prayer will be answered, believe me. Поверьте, Бог на такую молитву точно ответит. Because God's desire for you to live in agreement with Him is much greater than your desire. Потому что желание в сердце Бога, чтобы вы жили в согласии с Ним, гораздо сильнее, чем оно у вас есть. So as soon as you begin to pray this prayer, Поэтому, как только вы начнете молиться подобной молитвой, it's like a relief. And God says, finally, He lets me deal with this heart. Бог испытывает, наверное, определенное облегчение. Он говорит: наконец, Он позволяет мне что-то производить в его сердце. So these are the practical things we will teach and make the disciple do in his everyday life. Это такие вещи, которым мы нашего ученика обучаем, мы его вдохновляем, и он молится и делает это каждый день. Okay, one of the things that God really loves and that a disciple should choose is diligence. Одна из вещей, которые Бог любит и который должен для себя избрать любой ученик, это прилежание, это старание. For a fleshly-minded believer, this is a bad word. Я понимаю, что для, скажем так, плотского христианина это просто кошмарное слово, He likes blessing потому что всем нравится благословение, and joy радость and these kind of things. But diligence, и вот такого рода вещи. А когда ты человеку говоришь: прилежание, друг, прилежание. but by diligence I mean doing little things on a regular basis. Что такое прилежание или старательность? Это But- когда я делаю, опять-таки, не какие-то мега, но мелкие вещи, но с завидным Out постоянством. of commitment. Когда я их делаю Not because из внутреннего посвящения, You're overwhelmed by tremendous feelings of desire to do the right а не thing. потому, что на меня накатило непреодолимое желание поделать вот это сейчас. But just by making a choice, if this is the right thing and this is what God wants me to do, and I do it. Но когда я просто выбираю, я говорю: Бог от меня это хочет, я буду это делать. Diligence is connected to faithfulness. И, конечно же, прилежание или старание, оно связано непосредственно с верностью. So diligence is the practical outworking of faithfulness. Старание или прилежание – это практическое проявление внутренней верности. And this is a very big thing in God's heart. И это для Бога нечто огромное And Jesus в said, Его if we сердце. are faithful in small things, Это то же самое, когда Иисус говорил: если мы окажемся верными в малом, в каких-то незначительных вещах, especially where no one sees it, особенно когда за нами никто не наблюдает, He will reward us. Он обещает, He will что Он bless us. вознаградит нас за эту верность в малом, и Он благословит нас обязательно. 2 Peter 1, Но 2 Петра, 1 verses глава, 1 to 10, целый отрывок с 1 по 10 and стих. this piece of scripture is built in a similar way like the major epistles of Paul are built. Скажем так, этот отрывок, еще повторю, 2 Петра, 1 глава, с 1 по 10 стих. Он построен очень похожим образом, как обычно построены послания Павла.
for example, in the letter to the Ephesians and the Ну, Colossians. это, например, касается послания к Ефесянам, послания к Колоссянам. The beginning describes the work of redemption В that начале Christ has. идет теоретическое объяснение искупления, которое Христос приобрел для нас. And then the second part, how this is to be put into А practice. вторая часть посланий experience говорит о том, как мы должны это реализовать на практике, вот эти вещи, и как мы можем это пережить в своей And жизни. this piece of scripture is built in the same way. The Вот first part этот отрывок построен, хоть это послание Петра, очень похожим образом. С самого начала describes all the spiritual blessings that has been given to us. описываются все духовные благословения, которые были уже нам даны. We have been blessed. God has given us tremendous things. Где говорится, что мы были благословены, Бог нам дал совершенно невероятные The вещи. problem is we don't know, Но проблема заключается в том, что мы их and we не don't know how знаем. to pull it into our practical Эти life. вещи мы не понимаем, в чем они заключаются. И вторая проблема заключается в том, что мы не знаем, как это притянуть в нашу жизнь. And the key word in практическую. the second part of this piece of scripture, 2 Peter, И ключевое слово в этом отрывке, во 2 Петра, where it all starts to come down into our practical life, ключевое слово, которое показывает нам, как мы все эти благословения можем принять в свою практическую жизнь, is diligence, это старание. is the key В этом отрывке слово «прилежание» which является unlocks ключевым. the riches that have been Или, given to us. скажем так, прилежание это описан как ключ, которым мы открываем двери для всех остальных благословений. So if we teach this to a disciple, И если мы способны обучить этому нашего finally ученика, he will make a decision. Okay, то человек тогда внутри способен I will принять решение change the lifestyle. и сказать: я готов поменять свой I образ will жизни. do certain things, Я small things, буду делать то, что надо, какие-то незначительные мелкие вещи on a regular basis. регулярно. And not just for the next 2 weeks. И не просто на 2 недели меня I commit хватит, myself но я посвящаю to do себя it for years and decades. на то, чтобы делать это годами и десятилетиями. This is what we want to see in a disciple. И именно это мы хотим, чтобы зародилось в каждом ученике. Characteristic that we want to see grow in the disciple. Это такая часть характера, это такая черта, которая должна возрастать в Now ученике. hold on to your chair. Держитесь теперь крепко за It's the стулья. willingness to suffer. Скажем так, звучит эта черта так: готовность страдать. You say, what? This is Вы contradiction. скажете: Suffer «О, and willingness, how do they go together? готовность страдать само по себе, это выражение звучит как одно сплошное противоречие. Какой нормальный человек бывает готов страдать? Yes, in the natural, we try to avoid suffering. Да, чисто по-человечески мы все хотим избежать страдания в нашей жизни. But a disciple Но ученик has a totally different view. имеет совсем другой подход. And he understands that suffering is necessary Он понимает, что страдания бывают часто and необходимы, very, very blessed. и они благословенны по своей сути. And therefore he's doing something that a normal believer finds crazy, И absolutely поэтому crazy. ученик способен переживать и делать такие вещи, которые так называемый стандартный верующий считает просто безумием. He says yes to suffering. Когда наш ученик говорит «да» определенным страданиям, His goal in life is no longer to avoid suffering. когда человек перестает ставить перед собой цель избежать страданий любой ценой, But he says yes to suffering. но человек говорит «да» страданиям определенным. Acts 14, Деяние 14 глава, verse 22. Деяние It 14, speaks about 22, strengthening the souls of the disciples, где говорится об укреплении душ учеников. exhorting them to continue in the faith, Здесь говорится, что учеников ободряли и воодушевляли их оставаться твердыми в вере, and saying, we must enter the kingdom of God through many tribulations. приговаривая, что нам предстоит испытать много скорбей перед тем, как мы войдем в Царство Божие. Do you see the strange connection? They strengthen the soul by explaining to them, you will go through many sufferings. Это Деяние 14:22. Вам не кажется это очередным каким-то противоречием? Укреплять душу человека, его приговаривая ему, что многими скорбями надлежит ему войти в Царство Божие. Какой специфический способ укреплять The душу? normal reaction is, this doesn't strengthen me, this frightens me. Скажем так, любому человеку, если начни говорить по-человечески, тебя ждут многие
переживания и страдания. Какой нормального человека можно так I воодушевлять? don't want to suffer. Большинство людей скажет, что ты мне And такое now you говоришь, tell я me не it will хочу be страдать. necessary. А теперь ты мне говоришь, что мне надлежит Not just a пострадать. little bit, but many tribulations. Обратите внимание, они еще говорят, не просто вы немножко пострадаете, они здесь приговаривали и говорили, вы будете переживать многоразличные This скорби. surely is not an encouragement. This is discouraging me. It Чисто, frightens me. чисто по-человечески любой человек будет на это как реагировать? Он будет говорить, перестань, перестань, ты меня пугаешь. This is the way of thinking of a person that is not a disciple. Но, друзья, это мышление не ученика. Did you ever stumble over this piece of scripture in Acts where the apostles were beaten and then they went away from these religious leaders? And it said they were full of joy. They rejoiced because they were found worthy to suffer for his name. Я думаю, вы все наталкивались на это тоже фантастический просто отрывок из Деяний, где описывается, что после того, как учеников Иисуса зверски избили, когда они вышли от религиозных вождей, они пошли, написано, переливаясь радостью и говоря о том, что они удостоились великой чести пострадать за имя Господа. They were beaten Их избили. and rejoicing. How does this go И together? при этом они шли радостно. И как это вообще можно себе вообразить? The key is their love for Jesus. Ключ простой – это любовь к Иисусу. Because their master stood just some month ago in front of the same council and was rejected and despised by the very same people. Потому что буквально незадолго до этого их господин стоял перед тем же самым религиозным советом, и они отвергли и презрели его. And he was beaten И его точно так же and избили, tortured. его мучили и пытали. And for them, it was a privilege to stand in front of the same people and to suffer a little bit. И они посчитали это великой честью, которой они удостоились, встать на том же самом месте и немного пострадать. The kingdom of God is different than the world. Царство Божие очень сильно отличается от And what мира. is despised in the world is precious in the kingdom of И God. то, что презираемо в этом мире, драгоценно в Божьем Царстве. And what is despised in the kingdom of God is precious in the world. И то, что презираемо и достойно всяческого презрения в Царстве Божьем, почитается нечто великим в этом мире. And one of the things we have to do in discipleship, we prepare people for suffering. И в процессе ученичества это очень важная перед нами стоит задача – подготовить людей к страданиям. Because if the Bible is true, Потому что если Библия истина, then before Jesus comes back, there will be a mighty harvest of people from all nationalities all over the planet. то тогда перед пришествием Иисуса нас ждет великая жатва последнего времени, когда множество людей из всех народов земли уверуют и последуют за Христом. A tremendous measure of glory will be poured out on the church. На церковь будет излита гигантская мера славы, But at the same time, но при этом there will be a heavy persecution. будет очень жестокое And many гонение. will lose their life. И написано, многие потеряют свою Both is жизнь. prophesied in the Bible. И эти вещи, все это описывается в Писании. Мы имеем пророческое And слово. this time might be closer than we think. И время это может быть гораздо ближе, чем нам кажется. So how can we make someone willing to embrace something terrible like suffering? How is it possible? How can Вопрос we convince him? возникает такой, как мы можем кого-то убедить и побудить принять нечто, скажем так, тяжелое, типа страданий. How much money shall we give him until he says, okay, for this money I will do it? Скажем так, какую сумму нам следует предложить, за которую он подпишется на это? No, it's not about money. Нет, это все не в деньги It's упирается, about a конечно. heart that loves Это Christ упирается в сердце, beyond everything else. которое любит Христа больше всего остального. This is the goal of discipleship. Это цель ученичества. They need to get to know Christ. They need to see Эти His люди glory. должны узнать Христа. Они должны увидеть Его They need славу to fall in сами love. для себя. Они должны Surrender полюбить Его и покориться. and make holy vows of a holy life. Это люди, которые сами должны дать свои внутренние обеты святой жизни перед Not out Христом. of religious pressure, Не из-за какого-то религиозного давления, Not которое out мы of можем fear. создавать, не из-за страха. but out of love. Только из любви это будет Because they работать. see Jesus. Потому что человек увидел Say, Иисуса I want to be with you. и сказал, я I хочу want быть с to тобой, please you. я хочу тебе угодить.
And by the end of my life, I want to hear these words. И к Well концу done, faithful servant. своей жизни я просто хочу от тебя услышать, как ты мне скажешь: хорошо, мой добрый и верный раб. And how does it continue? И как там дальше, знаете, продолжение этих слов? Enter the Он joy сказал: так войди же в радость of your master. своего So there is a господина. reward. И есть всегда награда. And the most powerful way to motivate people is by pointing them to showing to them, making them aware of the reward. И самый правильный и эффективный способ мотивировать людей — это показывая им ту награду, которая есть у самого Бога. There will be days when you feel like empty, dead, anger, rebellion, cursing. Обязательно в жизни любого человека бывают дни, когда ты заморочен, ты усталый, ты злой, ты бешеный, тебе хочется всех послать. Or shooting at people that hurt you. Тебе хочется пойти и расстрелять всех тех, кто тебя But you обидел. made a vow. Но ты в своем Every сердце day I will praise you. сделал обет Богу и сказал: о, Господи, каждый день No хвала circumstances. будет на устах моих, независимо ни от чего. And no feelings on the inside will allow me, И я не позволю will никаким I allow чувствам to stop me. останавливать меня. I will praise him because he is worthy, Буду хвалить Тебя, Господи, потому что Ты достоин во всякое not время. because I feel like it. А не потому, что у меня, видите ли, чувства такие назрели. There is no other way to overcome rebellion in the heart. There is no other Но way. могу вам сказать так: никак по-другому бунт сердца не победить. Evil is overcome by good. Мы понимаем этот принцип библейский. Всякое зло побеждается добром. Anger and rebellion and bitterness is overcome by thankfulness and Бунт, praising God. гнев и горечь можно победить, когда они восстают внутри нас, только хвалой и благодарностью Богу. And it's important to understand that it's just a lie of the devil. If you are not overwhelmed by good feelings, then this praise is just words, empty words. И нам всем стоит отказаться от этой внутренней навязываемой часто лжи о том, что для того, чтобы славить Бога, я должен испытывать вот соответствующие чувства. А если у меня соответствующих чувств внутри нет, значит, это все пустое, это просто слова, и это просто лицемерие. Через You благодарение overcome rebellion. мы побеждаем внутренний бунт. You say bye-bye, I'm no longer governed by this rebellion. Когда я говорю ему: прощай, я не буду полагаться на тебя, But I live out of commitment. но я буду жить в соответствии со And I своим overcome evil by посвящением, doing и я good. буду побеждать зло добром. This is a very important key Это очень важный жизненный that you ключ, have to teach a disciple. которому нам стоит обучать ученика. And if he's not taught how God sees him, he will think God despises his poor prayer. Знаете, и если человек не утвержден в том, кто он во Христе Иисусе, если понятно перевести, ему будет казаться, что Бог с презрением относится к нашим вот таким часто очень слабым молитвам. Because when you feel hurt, Потому что когда тебе больно Rejected, внутри, когда mistreated, тебе кажется, что ты disappointed. отвергаем, что к тебе неправильно относятся, когда тебя раздирает внутри you разочарование, will not sing the great hallelujah, believe me. в такой момент никому не хочется спеть громкую аллилуйю. With full orchestra and wow, all the feelings Да. and everything. Никто из нас в такой момент не поет Богу славные песни при поддержке целого симфонического оркестра. Понимаете, славно. There will be days where maybe tears running В down нашей your жизни face, наступают такие моменты, когда все, что мы можем, это плакать просто. and you say, "But God, you are worthy И говорить: Бог, хоть of my praise, я и плачу, но ты все равно достоин всей моей хвалы. and you are not to blame for what has happened." И я не буду винить And I тебя want to be за все, faithful. что произошло в моей жизни, но я буду тебя благодарить. And I will praise you. Я буду тебя хвалить. This is so precious unto God. Вот это имеет огромную It драгоценность glorifies для Бога. God. Ценность. Это и Бога And самого helps прославляет. you to overcome. И это помогает вам побеждать. In Matthew 6, you find 4 of those spiritual, how should I say, things that you have to do or a disciple has to do. В Матфея Matthew в 6, 6 главе содержится 4 из этих, ну, по-русски можно сказать, духовных дисциплин, которые человек должен привнести в свою жизнь и практиковать. so he speaks about 4 things that belong to a lifestyle in the kingdom. Там говорится о 4 аспектах духовной жизни, которые связаны с Царством Божьим. And he always says, when you do these things. И интересно, там всегда это строится в таком порядке. И когда вы это делаете? That means every time when you do it, not if you do it. Знаете, там
предложения, описывающие их, не строятся по принципу «если вы будете это делать». Там ничего не говорится про «если вы будете делать», там написано про каждый раз, когда вы это делаете. So it's giving, Когда вы даете, praying, когда вы молитесь, forgiving, когда вы прощаете and fasting. и когда вы поститесь. Jesus mentioned those 4 things, Иисус там упоминает эти 4 вещи. and for him, this is a normal part of a И lifestyle in the с kingdom of точки God. зрения Иисуса это абсолютно естественная жизнь в Божьем Царстве. He didn't say if it should ever be the case that you pray. Но Он не говорит на случай, если вы когда-нибудь вздумаете помолиться. No, every time when you pray, Он говорит, но когда вы молитесь, друзья, then watch certain things. тогда наблюдайте за какими-то моментами. So this is a good start, but I want to add some more things, Это чудесные 4 аспекта, но я бы хотела еще к этому which should добавить be a кое-что. regular part in the life of a disciple. Это должно быть частью регулярной практики каждого ученика. So this is living with the Word of God Жизнь со Словом Божьим. and connected with that fellowship with God, or you call it devotional prayer, seeking God's presence, И связанные с worshiping этим God, поклонение Богу, время личного общения с Богом. Будем об этом говорить This еще. is connected with much praying in the Spirit, which means praying Это in во многом tongues. связано с молитвой на языках, с молитвой в духе. And we mentioned already fasting. Уже мы говорили о том, как важно поститься. It's always interesting if you have the situation you start with a new disciple and you tell him you will learn to fast. Это всегда прикольно, например, мне наблюдать за тем, когда ты говоришь начинающему ученику, ты And научишься they never had поститься. any Bible study, never any teaching about fasting. И интересно, что, допустим, это человек новый, да, в вере еще, и он никогда ничего не слышал о посте, что это значит и все такое. And you get all kind of interesting responses, Но все равно ты в ответ слышишь всегда прикольную реакцию. like fasting. No, this is not for me. Пост это не для меня. I cannot do it. Человек еще не знает даже, Every что это time I такое. try it, I get headache. О, я не могу. Каждый раз, когда я не ем вовремя, у меня болит голова. And I come into very bad mood and negative Когда я emotions. пропускаю прием еды, я начинаю злиться, у меня бывают приступы раздражительности. And I don't behave in a loving way. Человек говорит тебе, я не могу себя любящим тогда. And because God says I should love my neighbor, I Делать. better don't fast. Поэтому, если я хочу любить своего ближнего, мне лучше не поститься во All избежание. kind of religious ideas. Удивительно, как люди совершенно несведущие, О. например, в том, что такое пост, они тебе выдают просто массу всяких идей. Fasting, Почему what они do не you- будут это делать? What do you think? I need to work? Иногда тебе люди говорят, пост? Какой пост? Мне работать надо. For them, it's fasting like being sick. You must lay in bed. Знаете, это прикольные люди, которым кажется, что пост сродни заболеванию. Ты должен лежать в постели в такой момент. And you will find there's a strong resistance in the mind. И интересно, что ты даже не ожидаешь, но ты каждый раз наталкиваешься на какое-то очень резкое сопротивление в голове у людей. So you will need to teach the disciple the purpose of fasting and what Поэтому Jesus said about this. вам важно будет поговорить с человеком на основании Писания о ценности, важности поста, почему Иисус нас призывает это делать. He said, when the time comes when the bridegroom is taken away, then they will Потому fast. что They is Иисус us. это сказал. Когда у них отнимется жених, тогда они будут поститься. То есть мы, наш жених у нас отнят. So Jesus sees the fasting church. И Иисус видит постящуюся церковь. This is normal. И это нормально для него. And the disciple needs to be taught. И ученика нужно Why and учить, how. почему надо поститься, как правильно поститься. And we need to make clear, because some people have strange ideas. For them, fasting is not touching chocolate for 3 days. Разные есть у людей в голове идеи. Например, некоторым людям кажется, что если не шоколад, 3 дня не поели, они уже попостились просто мощно. The basic definition of fasting is staying away from food. Что такое поститься? Общее, скажем так, описание – это когда человек воздерживается от еды. The whole day? Целый день без еды? No, several days. Ага, нет, несколько дней без еды. I always encourage people, I say, it makes fun only at the 3rd day. So please go beyond that. Я часто людей вдохновляю и говорю,
становится прикольно после третьего дня, поэтому вы попаститесь подольше, чтобы продлить удовольствие. So if you do it only for one day, you miss the best part. Поэтому, если ты постился всего один день, ты до самого лучшего еще так и не дошел. Let's say something about giving О, здесь еще важный следующий момент – это даяние. in different ways. Даяние различными способами Honoring может God быть with your сделано. money. Это когда мы почитаем Бога своими финансами. You honor God by giving tithe unto Him. Когда мы почитаем Бога тем, что мы даем Ему 10-ю часть наших доходов. And people look at you. И знаете, я понимаю, люди When you смотрят... на touch такие- the real things of life, like money, sex, eating, Друзья, вот как только вы начинаете разговаривать с людьми об очень насущных темах жизни практической, это касается денег, секса, еды, then comes all the rebellion. This is тогда not possible. начинает переть из людей бунт. Они тогда начинают тебе говорить, невозможно. But every commandment is a promise. Но всякое Божье повеление является автоматически и обетованием. If God says, I want you to do this, Если Бог говорит, я хочу, чтобы ты это сделал, even if it's not mentioned there, it always means, and I will give you the grace to do it. знаете, даже если то или иное повеление не содержит каких-то других слов, Бог фактически всегда нам говорит, я хочу, чтобы ты это сделал, и я обязательно дам тебе благодать, чтобы ты смог это A сделать. commandment is a promise. Всякое Божье повеление содержит в себе автоматически обещание. And trying to obey the commandment without believing God is very, very difficult. И пытаться чисто по плоти исполнять Божьи заповеди и при этом не иметь веры, это очень сложная штука. But there's more to giving than just honoring God with your Но money. быть даятелем – это нечто большее, чем давать, например, десятину и почитать Бога так. Giving people your time, Но когда мы даем людям свое paying время, attention to them, когда мы обращаем на кого-то внимание, give them praise когда for мы what they did, можем good, хвалить людей за все доброе, что они делают, encouragement. когда мы даем людям ободрение. If you are such a self-centered person like I was, then you have to practice this. You go to church this morning, I will encourage 3 persons. Знаете, вот, например, как в моем случае, если вы являетесь сосредоточенным только на себе, эгоцентричным человеком, каким я некогда был, мне приходилось делать так. Когда я шел в церковь, я говорил себе, сегодня я скажу что-то доброе, по меньшей мере, 3 людям. And people say, but if you do it just out of your commitment of your will, then it's worth nothing. Да, и я знаю, люди любят говорить, ой, если ты просто поставил перед собой такую цель, и ты чисто, чтобы свою цель исполнить, пошел и наговорил людям что-то доброе, разве оно что-то стоит тогда? And I would say, well, if I don't do it out of commitment, it will never happen. Но я им всегда отвечал и говорил, знаете, если я просто, даже не из внутреннего решения это буду делать, я тогда это вообще делать не буду. If I want to wait till I'm overwhelmed with feelings, Если ждать, пока на тебя накатят чувства, и они превозмогут тебя, и ты прямо не удержишься it will уже, never happen. тогда многие вещи в нашей жизни просто не будут происходить. We have romantic ideas about love. Знаете, у людей настолько, по-русски хорошо звучит, наивно, дурацки, романтичные представления о Because we людьми, о watch любви. too much Hollywood. Знаете почему? Потому что люди насмотрелись всевозможных голливудских фильмов. And our thinking is not in agreement with God's thinking. Знаете, и мышление наше, оно просто не соответствует мыслям Бога. Another way of giving is forgiving. Еще способ давать – это прощать. What you give when you Давать forgive. людям прощение. На самом деле, когда мы прощаем людей, мы их освобождаем, Revenge. скажем так, и мы отказываемся внутри от всяких попыток отплатить им. You give away your right. I demand justice. Мы отказываемся от внутреннего требования увидеть справедливость с нашей точки зрения в их So жизни. it's a very important way of giving. Поэтому простить какого-то человека и отказаться от воздаяния негативного этому человеку – это тоже способ давать. Another way of giving is serving. Еще один способ давать – это служить другим людям в практических вещах. If our disciple puts into practice what the Bible teaches, he will become a servant. Если наш ученик применяет к своей жизни то, что говорит Писание, у него будет сердце слуги. For many, many years, I have a list of certain prayers that I pray again and again and again. Например, one I shared already. В моей жизни есть такой список вещей, где прописано то, за что я молюсь из года в год, из года в год. И там есть одна вещь, о которой я вам уже говорил в моем молитвенном списке. So whenever I don't feel heavy,
inspiration and anointing and I'm not flowing in prayer, then I take out my list and I pray my prayer. Зачем мне мой список? Когда я не чувствую вдохновения, великого побуждения молиться, я спокойно достаю свой список с вещами, которые были по-настоящему важны, которые я записал, и я начинаю по этому молиться. And then many times I get inspired. И знаете, как очень часто, когда я начинаю молиться And if по I don't списку, get который inspired- написал, на меня находит божественное вдохновение. And if I don't get inspired, А then I если не finish my list. находит, я все равно молюсь по своему списку. And one of the prayers is, Lord, give me the heart of a И знаете, servant. например, молитва, которой я молюсь не знаю уже сколько лет, это такая простая молитва. Господь, помоги мне быть слугой. This is one of my prayers. Это одна из моих основных молитв. And over the years, I can see that this kind of prayers change my heart. И знаете, я вижу, как с годами эти молитвы меняют мое сердце. Okay, next one, gratitude. Следующее – благодарность. The disciple will develop a grateful heart. Очень важно, чтобы наш ученик развивал в себе благодарное сердце. And another one, И еще, he will learn to confess his faith to unbelievers. человек, мы учим нашего ученика проповедовать Евангелие неверующим, когда человек исповедует Иисуса окружающим его людям. By this, I do not mean going out on the street and preaching to everyone who doesn't want to listen. Под этим я никак не подразумеваю хождение по улицам, и чтобы мы нападали на всех людей с разговорами, которые, в общем-то, слушать нас не очень хотят. But I would ask questions. Do the people next to you at university, at work, in your neighborhood, do they know that you believe in Jesus? Но that я, you walk например, with Jesus? Do they know всегда that? спрашиваю у людей, которых я наставляю, скажи мне, а люди, твои, которые тебя окружают, коллеги, члены семьи, люди, с которыми ты учишься, знают ли они о том, что ты веришь в Иисуса? And be ready for the Holy Spirit to show you when and how and in what way you should confess who you are and what you believe in. И я буду обязательно побуждать человека и говорить, молись и ищи от Духа Святого, где, когда, кому и как тебе следует рассказать об Иисусе. So probably this list of practical things we want to see in the disciples is not complete, Вот этот мой список вещей, которые мы хотим, чтобы были в жизни нашего ученика, его нельзя однозначно считать полным, но это хорошее начало. and if you think about it, И если вы подумаете they об all этом, have one thing in common. They are very different. все but эти they have вещи one thing in очень common. разные, но у них у всех есть нечто общее. They all go against our carnal nature. Все эти вещи противятся нашей плотской сущности. This is what the flesh doesn't want to do. Это то, что наша плоть 100% делать не хочет. By doing this, we humble ourselves before God. Но когда мы начинаем делать вот эти простые шаги, так мы смиряем себя перед Богом. And why is that so important? И почему это так важно? If this disciple will ever grow, make spiritual progress, Yes. it will only come by God's grace. Нам важно понимать, что любой человек способен расти и двигаться вперед только по благодати Божией. It does not come by willpower. Все эти вещи не происходят с человеком благодаря его упертым решениям воли. So by putting these things into practice, he places himself in a position where he humbles himself before God. Но когда человек просто из послушания начинает делать вот эти все моменты, он приводит свое сердце и даже, можно сказать, свою плоть в позицию смирения перед So Богом. that God finally can give him what he always wanted to give, grace. Чтобы Бог мог наделить его тем, чем всегда хотел наделить, Which своей means благодатью. undeserved, supernatural help from heaven. This is grace. Что такое благодать? Это незаслуженная, сверхъестественная помощь с неба. So he positions himself before God so that God can give him grace. Благодаря этим практическим вещам человек смиряет себя так, чтобы Бог мог наделить его благодатью. And this is how he will grow И так человек начинает расти. and will be changed. И так человек меняется. So we help him to change his lifestyle, Поэтому все, что мы делаем, мы фактически помогаем человеку making new изменить choices образ жизни. И мы помогаем человеку начать выбирать по-новому, no longer on the по-другому. basis of feelings and what I enjoy and what I like,
Когда мы помогаем человеку выбирать правильно, а не так, как он привык в соответствии с тем, что он чувствует и что ему нравится. but only on the basis what is the will of God, Но просто на основании того, что является волей Божьей. what is right, Что будет правильно в what is Божьих глазах. normal in God's eyes. Что будет считаться естественным и нормальным для Бога. This is the key for spiritual growth. Мы помогаем человеку сформировать это, и это становится ключом к его духовному росту. And people can go to Bible school and never learn these things. All they get is just head knowledge. И This is люди могут ездить в библейские семинарии, набивать себе голову, и так никогда и не дойти до всех вот этих простых вещей. But the ability to experience and to enjoy God will never grow. И, к сожалению, наша способность переживать Бога и наслаждаться им никак не связана с нашими мозговыми знаниями. It doesn't grow by the quantity of information. Не вырастает эта способность переживать Бога от количества информации, которую мы обладаем. It grows by practical steps of obedience. На самом деле способность знать Бога и наслаждаться им вытекает из практических шагов послушания.